Встречается народный инструментальный ансамбль «Аманат. Народные мелодии». Руководитель Ринат Хабиров, на курае Венер Тулькубаев, на думбре Гузель Ишкинина. И перкуссии Мартынюк Антон. Следующая композиция будет микс из двух мелодий. Это «Ледукса» и «Сопрано».
çok sen yürüma. Hay kara yürüma, hay kara yürüma, hay kara yürüma, hay kara yürüma. Ay, başına gelen göçeni sarı yürüma. Kavga boynu geliyor, sarı yürüma. Kötüler havalandı, çok sen yürüma. Kötüler havalandı, çok sen yürüma. Hay kara yürüma, hay kara yürüma, hay kara yürüma, hay kara yürüma. Ay, ay. Aktirmenin yılbaşı Rinat Habirov. Солист Андрей Смирнов. Бәхуғышқа інгенде бәхиләштіг бары бұд. Бәхуғыштан сыққанда алдан сықты даны бұд. Люди заметки, люди зар, молодец, молодец. Люди заметки, люди зар, молодец, молодец. Француздар келіп інген Москва деген қалаға. Баданы газға қызып, алға сығып кісті далаға. Люди заметки, люди зар, молодец, молодец. Люди заметки, люди зар, молодец, молодец. Француздар танынылар, әрі-қайда ұттырын. Орыс башқұрт исмақлағыз, табалмайлар әзірін. Люди заметки, люди зар, молодец, молодец. Люди заметки, люди зар, молодец, молодец. Москваделе курдагбет, Парижделе кердагбет. Француздарды енгенде, ер-ембертіп ернагбет. Люди заметки, люди зар, молодец, молодец. Люди заметки, люди зар, молодец, молодец. Бәхуғышқа інгенде, бәхиләштіг бары бұд. Бәхуғыштан сыққанда, алдан сықты даны бұд. Люди заметки, люди зар, молодец, молодец. Люди заметки, люди зар, молодец, молодец. Москваделе кердагбет, Парижделе курдагбет. Француздарды енгенде, ер-ембертіп ернагбет. Люди заметки, люди зар, молодец, молодец. Люди заметки, люди зар, молодец, молодец. 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 Здорово.
Достар, хөрмәтле кунактар. Бүгенге көндә Ак Тирмә фольклор коллективы күп кенә халыкара һәм бөтенреспублика конкурслары һәм фестивальләре лауреаттары. Булган каршылыктарга бер дә бирешмәй алга бара. Яңа иҗади проектлар өстендә эшләй. Бер артлы еңүләр яулай һәм әлбиттә күптәргә өлгө булып тора. Дорогие друзья, фольклорный коллектив «Актирма» – лауреат и победители множества всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, достойно представляет Республику Башкортостан в Москве и за ее пределами. Победители межнационального конкурса «Поем на двух языках» и лауреаты первой степени республиканского фолк-тайма в 2019 году. Во всей творческой деятельности коллектива «Актирма» отображается бесконечная любовь к своему народу и преданность Родине, которую наши предки с нежностью называли Уралом. Благодарим организаторов этого прекрасного праздника, наших артистов башкирского фольклорного коллектива «Актирма». Представим каждого из них. Лейля Сафина, солистка коллектива, родом из Нуримановского района Республики Башкортостан. Зульфия Ахмерова, солистка, родом из города Учалы. Айгуль Лексина, город Уфа. Паурия Саяхова, лауреат межнациональных конкурсов и фестивалей, ведущая солистка коллектива «Актирмы» из города Мелеуз. Джамиля Умургулова, мать троих детей, родом из Республики Татарстан. Гузель Ишкина, дамриска из города Уфа. Андрей Смирнов, солист, дамрис из Нижегородской области, инженер Роскосмоса. Лауреат республиканских и всероссийских конкурсов, артист ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России, профессиональный кураист Венер Тулькубаев. Уймазы. Профессиональный певец, кураист, танцор, лауреат республиканских и всероссийских конкурсов, руководитель народно-инструментального ансамбля «Аманат», музыкальный руководитель Актирмы Ринат Хабиров, родом из Ечетлинского района. Художественный руководитель, основатель башкирского фольклорного коллектива «Актирма», режиссер, постановщик сегодняшнего концерта Гульсина Батаршина, родом из Кубанского района. Давайте пожелаем им крепкого здоровья, вдохновения, новых творческих успехов. Актирма günü bilen kutlayın. Yıl hayın bir Başkurt yeri, Başkurt büyü bayramı kuradı. Hem bizge o ruhi tantanahı yıl hayın şunun bilen kutlayın. Hem Актирмага бәләкәй генә булһа ла сәй күстән әсәп килдем. Һәм аз гына булһа ла кесә бакырап килдем. В 2017 году в проекте группы «Актирма» был еще один культурный проект. Мы пытались восстановить историческое облачение башкирской женщины. И с этой целью с августа 2017 года мы методично обошли Российский этнографический музей в городе Санкт-Петербурге. То есть мы не просто по залам экспозиции ходили, мы посещали при поддержке представительства Республики Башкортостан, мы посещали фонды хранения, нас пускали в такие места, и нам показывали такие вещи, которые, к сожалению, ни в экспозициях нигде нет, и нет, и они еще не опубликованы ни в каком виде. Поэтому, значит, вот я вам представляю этот самый результат этих 3 лет трудов группы «Актирма»
при поддержке представительства Республики Башкортостан. Значит, вот этот хакал, ну вот буряны говорят сельтер, капсаки говорят хакал, ну, по-русски это называется нагрудник, да, нагрудное украшение. Вот это вот нагрудное украшение, которое стало результатом 3 лет научных исследований, не только, ну, Российский этнографический музей, Государственный исторический музей, который на Красной площади. Вот я лично там методично обошла абсолютно все фонды хранения, не только костюмы и ткани, но и каменный век и эпоха бронзы, эпоха скифов, эпоха сарматов, раннее средневековье. И результатом всех этих исследований вот стал этот хакал. Я капсак, мой арауха, он капсак, поэтому я говорю хакал. Значит, вот, и я хочу вам просто показать. Первые вот эти кумбазы, им 10 тысяч лет, они из каменного века. И когда еще не плавили металл, их готовили из костей благородного оленя. Значит, вот эти 2 кумбаза, а это с фотокопии сделанные кумбазы эпохи бронзы, они были изъяты при раскопках из Синташтана. Значит, вот эти 4 кумбаза, раннее средневековье, в самом его начале, доисламский период, как обозначались и какие... Ну, тут в каждый кумбаз прописана идея, записан в лаконичной форме мысль философского содержания. Значит, потом вот эти кумбазы – это эпоха уже исламского периода. Ну и вот эти 2 последних ряда – это вторая половина 19-го, начало 20 века. То есть вот этот хакал – это суммарно памятник культуры облачения наших предков, начиная от каменного века. Кстати, если вы обращали внимание, вот башкирские женщины сначала расшивали красными кораллами ткань, а потом уже нашивали супы и кумбазы. Вот 10 тысяч лет назад их расшивали из окаменелости морских животных, и уже в более позднем периоде их стали расшивать из красных индийских кораллов. Но кораллы тоже окаменелости морских животных, поэтому традиция не менялась. Вот в этом элементе женского облачения последние 10 тысяч лет. Спасибо за внимание. Азат Нуриманова, Азат.